Всем привет, дорогие друзья! Мы с Сережей сегодня хотим сделать штрудель яблочный. Что-то так захотелось к чаю, что-нибудь такого вкусненького, чтобы по-быстрому из слоеного теста будем готовить штрудель. Значит, здесь у меня на столе уже яблоки, уже почистила 3 небольших яблока. Будем резать. Включаю, значит, плиту. Ой, пока еще нет. Сначала нарежу яблоки. Вот, и после уже. Пока Маша, друзья, режет яблоки на наш штрудель, я с вами поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, друзья. Да, к вечернему чаю Маша решила испечь такой, выпечку, что ли, или как правильно назвать это даже, к чаю, в общем, к чаю штрудель из готового теста, потому что за целый день что-то, говорит, уже приморилась, так, не хочу, устала, не хочу там, это самое, а к чаю чего-то хочется. Так ведь, Маша? Да, сделаем что-нибудь. И по большей части тоже Сергей, наверное, тоже там попросил к чаю что-нибудь. Машенька, к чаю есть что-нибудь? Есть, конечно, вон печенушки же есть. Да не хочу я эти печенушки. Ну тогда вот давайте сделаем штрудель. О, я только за этот штрудель. Штрудель. И еще у нас будет один такой штрудель с яблоками, классический такой. И еще один будет с начинкой из лесных ягод. Вот. Маша там уже включает плиту. На плите у нас где-то грамм 20 сливочного масла. Это чтобы все растаяло. Вот. И мы продолжаем готовить. Конечно же, мы, друзья, никого не учим в этом деле, потому как штрудель этот знают многие, как готовить и умеют готовить. Но мы, я снимаю просто, как мы это делаем. Вот. Классический такой штрудель. С чаем. Вечерний чай у нас такой будет. Сегодня суббота, друзья. Мы оба уже после бани. А видео выйдет в воскресенье. Пока я это монтирую, потом закачаю, время уйдет. И это видео, сегодня мы, как после стрима, я как говорил, отдохнули, выспались сегодня до 7 часов 30 минут спали. До 7:30, считай, утра. Такого не бывает, обычно в 5 часов уже на ногах, а Маша даже в 4:30 иногда уже встает и растапливает печку. А сегодня так более-менее выспались. И целый день-то Маша тоже то туда, то сюда, то баня, то снег, то дрова, то и все такое. Ну, как встала, так сразу вышла снег чистить. Снегопад. Меня сегодня разбудил Сережа. Если бы он меня без 28 было время уже разбудил, так бы, наверное, до 9 спала. Ну, что-то у меня вчера был какой-то такой день, или из-за погоды, наверное, давление скачет тоже. И такое ощущение, как будто я зашла домой, как выжатый лимон. Уже все. Все силы иссякли. Надо отдохнуть. Ну вот и, наверное, из этого и сегодня до 8 спала. Так, кладем яблоки. Хотя, друзья, у нас немножко пошумит, но мы потерпим, потому что эту начинку готовить очень быстро. Буквально там минуты, наверное, 10 уйдет и все. Принцип какой здесь? Чтобы яблоки равномерно пропитались сливочным маслом. Сахарный песок я попрошу Машу, чтобы много не ложила. Хорошо? Хорошо. Посыпаем сахаром. Ну, еще половинку ложки.
1,5 ложки. А так можно и 2, и можно 3 по... Но яблоки у нас пробовали, да, не кислые. Не кислые, и можно не слишком много сахара добавить, конечно. Немножко пока жарится от яблок и истории про эти, ну не про эти яблоки, вообще истории с яблоками расскажу. У нас же яблоки не растут. Ну, сама же знаешь, Маша, что яблоки не растут, да, у нас. И я не видел ни разу, чтобы, надо же так, да, дожить до 19 лет и не знать, не видеть, как яблоки растут вообще на деревьях. Такого, ну, чтобы вот яблоко скушать с дерева, такого вообще. А мне уже 19 лет было. И в армии, это уже в Москве считается, август был, да? Ну вот, когда путч, когда этот был, вот это все такое, да? И там растут яблоки. И там созрели яблоки. Это что? Посыпаю корицей. Добавляем, друзья, корицу. Где-то у нас здесь ложка, друзья, корицы. И, короче, дальше рассказываю про эти яблоки. И мои друзья, сослуживцы, говорят: ты что, говорит, яблок не видел, что ли? Я говорю, яблок-то я видел. Я говорю, я первый раз в жизни ем яблоки с дерева, прямо с дерева. Срываешь и ешь. Зеленые яблоки такие, крупные, возле части росли. И еще сливу, тоже с дерева. Сядешь на это дерево и ешь эту сливу. А яблоки так пинаешь, яблоки падают, и кушаешь ты эти яблоки. Я им рассказываю, я говорю, ну я первый раз действительно, ты что, говорит, ни разу яблоко, ну, прям вот не срывал, не ел. Я говорю, нет, я первый раз вообще вижу, как они растут. А сейчас запросто везде это, и даже в Коми Республике растут эти яблоки, ну, какие-то генно модифицированные для северных районов. Вот такой приятный золотистый цвет. И корица такая, и аромат пошел, и все вкусненько. Убираю, пусть сначала остынет. Да, нам надо, чтобы наша начиночка остыла. Ну и эту плиту тоже выключаю, она шумит. Хотя нас предупреждают, что нельзя выключать, она должна сама выключиться. Такая плита, стеклокерамика, очень нравится нам. Для второй вкусняшки начинка у нас, друзья, из лесных ягод. В нашем случае брусника. В обору брусника. Такая она вкусная ягода, но надо сахар, конечно же, добавить сюда. И немножко загуститель такой. Вместо загустителя у нас сегодня что будет? Крахмал, да, ведь? Крахмал, да. Крахмал из кукурузный крахмал. Так. Маша довольно-таки много сахара добавила вот этой колотушкой. Эта колотушка, друзья, знаете что? Такая ребристая. Это у нас ручная маслобойка раньше была. Когда корову держали, молоко свое было и делали масло вот этой маслобойкой. Никаких миксеров не было. Я колотил в озеро этот, как его, кружку эту. Да. В печи томишь сметану, сливки то есть, и потом колотишь ей вот. А потом уже сейчас применяем вот это как вместо давилки. Так, Маша добавляет крахмала. Вот здесь, наверное, ягод-то было грамм, наверное, сколько? 150, может, не более. И ложек 3, наверное, ушло сахара. И еще крахмал тоже, наверное, ложку вот такую добавила с горкой. Ну, я смотрю, еще надо будет добавить, да? Угу. Ну и практически у нас вторая начинка тоже готова. Вторая начинка тоже готова. Это чуть-чуть пожиже у нас получилось. Желательно, конечно, бы погуще, но какая есть. Начинки наши готовы. И мы приступаем
уже непосредственно в тесто. Ну, перед этим, друзья, включим мы духовку. На 180 градусов. Раскатываем тесто. Эти магазинские, вот эти готовое тесто очень экономят время хозяйки и очень ничем не уступают домашним. Ничем не уступают домашним. Очень вкусно получается. Здесь можно еще, друзья, смазать сливочным маслом. Но мы этого делать не будем. Так. Пошла начинка. Начинка вкусная. Маша попробовала. Не кислая. Ну, корица еще придает такой очень, ну, вкус. Многие, думаю, любят корицу. Маша, ты любишь корицу? Да. Начинки немало. Друзья, смотрите как. Самый раз. Да. Жирненькая начинка у нас получилась. До краев где-то сантиметров 2 не доходим, чтобы загнуть эти края. И пошли крутить. Ну, вот. Вот такая красота. Штрудель есть штрудель. По-другому уже никак не назвать ее. Как раз в аккурат и начинка, и тесто. И это все на противень, друзья, идет. Первая часть у нас готова. Ну еще там, вот здесь надо еще сверху сливочным маслом смазать. И у нас второй, вот у пачки там 2 кусочка таких теста. И второе тесто тоже будем здесь раскатывать, но уже начинка уже будет совершенно другая. Это уже, друзья, уже не будем рулет. Ну, это уже пойдет как форма такая пирожка или что ли. Ну а теперь, друзья, начинка уже. Наша вторая из брусники. Сюда пойдет. Вот. Можно тоже сказать, что это штрудель такой квадратный будет. Ну, типа конвертика у нас получилось. Вот с того угла взяли и закрыли этот угол.
Такой. Придавливаем пальчиками, как делает Маша, чтобы закрыть этот конвертик. Начинка, чтобы там внутри запечаталась. Крахмал не даст вытечь. И такой узорчик уже. Такой узорчик пойдет. Типа косички, что ли. Все, запечатали наш конвертик такой. Вот смотрите, какой узорчик. Смотрите. И наш тоже идет на противень. Ну, два вида таких штруделя. Один яблочный, другой брусничный. Сливочным маслом, друзья, растопленное масло. Но вы знаете, вот это, конечно, вот видите, там масло растопленное, столько не уйдет для первой смазки. И во время выпекания стараемся, ну, хотя бы 2 раза еще смазать этот рулет. Ну, эти штрудли, как правильно их назвать. Это рулет, а тот конвертик. Но оба это штрудли получается. Отправляем в духовку. На сколько минут, Томаша? На 20 минут. 10, 15-20 минут. 20 минут. А теперь подождем. Подождем и поговорим. Да. Пока, друзья, наша выпечка в духовке, ну, по традиции немножко поговорим. А у нас сегодня, ну, вспомнилось, вот из брусники начинку готовили. И как же мы раньше вот собрали, сдавали эту бруснику. Почему-то раньше, ну, во время моей юности, Машиной юности, принимали бруснику и клюкву. Чернику почему-то не принимали. Чернику мы ходили чисто собирать для дома. Меня с детства это, ну, мама приучала, бидон свой и вперед в лес. Она там идет с тетками и с другими. Мне лень эту чернику собирать. Бидон быстрее наполнить этот, и чтобы гулять надо еще. А вот бруснику принимали. И на эту бруснику давали в сельпо, ну, как типа талоны, что ли. Вот кто сдает бруснику, тот дефицитные товары давали. Вот. И тоже, и за год пункт такой был, госпромхоз у нас был, существовал, вместо колхоза был госпромхоз. И туда тоже принимали бруснику и клюкву тоже принимали, сдавали. Я не знаю, Маша, ты сдавала или нет? В молодости не сдавала. Но я вот, значит, я буду рассказывать это дело. Вот, мы сдавали, очень много сдавали. И чтобы, например, какие-то дефицитные товары приобрести. Обычно что дефицит? Так все было дефицит. Даже кусочек масла в сельпо, мы стояли в 5 часов утра, занимали очередь. И если, даже если нету книжки, член пай, или как она называется, паевая книжка в сельпо, ты это масло не получишь. А так, если ты сдавал вот это ягоды, да, что какие-то льготы были, типа, вот, например, джинсы привезли, да, нету. Простым смертным это не получить, так сказать. Или там, что еще? Ну да, все дефицит. Обои красивые, например, это тоже дефицит был, это все. В госпромхозе тоже сдавали мы клюкву. И даже когда уже учились в 11 классе, наш класс собирал тоже клюкву, чтобы сдать эту клюкву на деньги, и классу, ну, покупали на выпускной, там что-то и в школу подарок оставили, там, по-моему, проигрыватель, не знаю, меня одноклассники вспомнят или нет, это правда было, ну, правда проигрыватель был или нет, потому что у нас в классе был проигрыватель, но нам его подарили наши вожатые, когда уходили, 10 класс, когда они уходили, а мы подарили, я не знаю, что даже наш класс подарил, но тоже что-то вот клюкву собирали там и сдавали. И еще такой момент был, пошли сдавать клюкву, и у нас был классный, в один год классный руководитель был, это самое, но это тогда сдавали не на выпускной вечер, а просто собрали тоже классом клюкву, и нас, как
мужчин классный руководитель Валентин Владимирович отправил сдавать клюкву. А мы что-то не понимаем же в этих килограммах. Но тяжело было нести, очень тяжело. Там с пацанами менялись эти рюкзаки, мешки. И нам сказали, не буду, куда мы сдали эту клюкву, не буду говорить. И клюква, сказали, 20 килограмм нам дали денежек. Мы такие довольные. Ну, что, дети не понимаем ничего там килограммов. Пришли. И наш классный руководитель Валентин Владимирович говорит, так смотрит на нас, вот вы, говорит, уже почти взрослые мужики. И говорит, не можете понять, что вот сколько, говорит, вы разменялись, когда тащили. Вот 20 килограмм вам дали всего, за там пару мешков было, что ли. Говорит, вас вот обманули, а вы даже не можете за себя постоять, типа, ну, сказать, что неправда, это тяжелее, уже на ощупь даже тяжелее. Ну что вот она-то, у него такая привычка была, фу, мужики, просто махнул рукой, говорит, ну, научитесь, жизнь научит, так сказать. Не стал разбираться, не стал разбираться, просто потому, что он такой человек, что надо, как бы, ну, учит, что надо в жизни добываться самому все и познавать это все. Вот. Он просто сказал, что вас обманули. Вот. Очень уважаемый человек был, я очень всегда с добрым словом вспоминаю Валентина Владимировича, классный руководитель, такой действительно классный руководитель, классный, он нас в походы водил и все такое, и грибы собрали с ним, каждый сентябрь, последний воскресенье сентября он нас вел в субботу вечером в походы с ночевкой. Ходили мы по разным избам, походы, очень клево было. Ну и за клюквой уже, куда вот ты ходишь за грибами, большое болото туда собирали, интересно было. Вот. Вот насчет этой клюквы и брусники, такое воспоминание. Ну, сейчас уже другие времена, сейчас уже большие деньги, огромные деньги делают на ягодах, которые не ленятся. Нам, к сожалению, Маша тоже не ленится, но не позволяет уже здоровье это. Куда там уже? Для себя бы собрать немножко. Вот. На стриме спрашивали там, что делаете, ну, что заготовляете. Заготовляем все. И чернику, морожку, и грибы, если есть, и сушим, и замораживаем, и протираем, все это в морозильнике тоже храним, и солим грибы, все есть, все, но только не на продажу, потому что на продажу у нас уже не получится, там большие объемы нужно. Вот. А Маша уже это не дотащить, машину я уже на машине не поеду никуда, и привезти ничего, и места показать даже не могу Маше. Если по-серьезному собрать, надо идти в глубокую тайгу, да ведь? Угу. Поблизости не то вроде. Да, поблизости. Маша собирает в основном поблизости. Все спрашивают Машу, как ты не боишься в лесу одна. Но а так Маша, если далеко-далеко в тайгу идти, она идет, например, с родственниками. А так поблизости одна, ну, пару километров это близко считается от деревни. Деревни же рядышком, и там и лай собак слышно, и голоса людей слышны. Да. Это близко. Как рявкнет Маша: Сергей! А Сергей сразу прибежит. Помнишь, как ты кричала Сергей? История такая еще, не могу не упомянуть эту историю. Причем мы поехали за белыми грибами. Я еще на ногах был. Ездил на УАЗике, поехали за белыми грибами, далеко, где-то, в принципе, на километров 18 от дома-то точно было, 20 где-то так. Поехали за грибами, и довольно-таки уже много собрали, и в одном месте еще раз остановились, и Маша, я говорю, я не буду уже заходить, я возле капота, там, около машины, там, мужчина подошел, тоже там грибы собирает, мы с ним стали курить, разговаривать. А Маша зашла в лес. Ну, прошла где-то, сколько, минуты, ну 2 минуты максимум прошла.
и кричит. А этот мужчина еще мне сказал, что здесь, говорит, Господь ходит. А у нас здесь и кличка такая у одного мужчины, парня. Его кличка Господь. А его зовут, кстати, тоже Сергей. Вот. И мы с этим мужиком разговариваем, курим там, ну, тоже о лесе, о ягодах, что, сколько он собрал, там еще что-то. И кто-то кричит: Сергей, Сергей, голос такой, я вообще не узнал, что это Маша или кто-то. Кто-то кричит, просто как будто тонет кто-то в реке. Так, ну, страшно кричит: Сергей. А я думал, этого другого Сергея кличут, ну, которого кличка Господь. Я думал, ну, не может человек спустя 2 минуты кричать так, что он как будто тонет. И потом я слышу и разговариваю все равно с мужиком, разговариваем. И друг другу еще говорим: кто это так орет там вообще, как будто режут его. И в ответ не кричим. И друг Маша выбегает такая, серо-буро-малинового цвета, злая, блин. А ты в городе. Что, говорит, не отзываешься? Ну, мы крикнули же потом, а потом Маша ты выходит, так, да, потом злая такая, что, говорит, не отзываешься? А я вообще, я не узнал испугавшегося голоса Маши. Я потом еду на машине и тихонько смеюсь. Я рулить не мог, смеюсь. Вот такая история тоже. Я зашла в лес, да? Там вдоль дороги деревья зашла, а потом там такая поляна, как бы, ну, леса это. Бор такой, да. Да. И потом, не знаю, и вдоль, в круговую, потом вот лес, а там такое это, как бы местечко. Ну, поляна и есть, да. да. Вот. Бор беломошник, он такой. У меня голова закружилась, я даже не знала, куда выйти, в какую сторону. Вот потом это. А я ведь думал, что 2 минуты прошло всего, да. Не думал, что человек может потеряться уже там так быстро. Вот такая история произошла. Друзья, ждем нашу выпечку, пока болтать перестаем. Немножко, друзья, смажем сливочным маслом. Так, еще отправляем. После того, как смазали, еще немножко, чуть-чуть подождем. Вытаскиваем из духовки. Наши вкусняшки. Красивейшие. Смотрите, как зарумянились. А? Красота. Ну скажите, что не красота. Красота. Замечательно. О. Сейчас противень уберем. Смажем еще раз сливочным маслом. И укроем немножко. Будет все окей. Красота. Вечерний чай, думаю, будет очень-очень вкусным, Маша. Приступаем к нашей дегустации, друзья. Маша отрезает. Какой? О, внутри все пропеклось. Начинка там. О. Небольшой кусочек. Полностью у нас еще не остыл, друзья. Так-то надо, чтобы он остыл, этот штрудель. Но нам никогда, нам почаевничать уже не терпится. Давай, Маша. О. Вот это штрудель. И там еще брусничный. Ну, сейчас уже, наверное, не будем ломать этот брусничный, давайте. Хотя нашим зрителям будет интересно, что там с брусникой творится. Ну что, такое же тесто, такой, ну, начинка брусника. Представляете, брусничную начинку. Так, Маша пробует. Ну как? Угу. Угу. Как оценка-то? Чётко. Чётко.
Все-таки это вкусно, и значит я Маше верю. Корицей это аромат такой. Мне нравится. Угу. Сергей, будем пробовать? Обязательно. А как же я потом? А как же я скажу? Вкусно, невкусно. Сейчас. Дотянитесь до меня, пожалуйста. Ну как же это невкусно. Такая сочная яблочная начинка. И с добавлением корицы это просто шедевр. Очень вкусно. Еще сразу вдогонку хочу укусить. Ничего уже не горячий у меня. Вот у меня кусочек вообще не горячий. Внутри яблоко. Слишком горячо. Но вкусно. Я хочу укусить еще. А потом уже... А потом уже буду полноценно кушать. Вкусно. Это меньше. Брусника видно. А, ты хочешь еще так и разрезать бруснику, да? Да. Просто горячо, да. Это. Я думал, что ты не будешь резать. Давай порежем. Небольшой кусочек хотя бы. Начинка хоть что попала там. То, что жиденькая начинка-то. Ну да. Там вот прослойка начинки. Снизу вот красненькой. Как? Лучше яблоко, что ли? Чизкет. А я вообще чизкет. Маша говорит, это и вообще вкусно. Жаль, что я бруснику, друзья, не могу кушать. У меня проблемы определенные с желудком и с кишечником. И все это, ну, брусника, клюква, квашеная капуста для меня отошли на второй план. Я не могу сказать. Но я верю Маше. Замечательно, да? Будем почаще из брусники делать, да? Из этого готового теста. С брусникой вообще во. Брусника, клюква. Да. Чернику, наверное, тоже можно, да? Любая начинка. Ну, лесные ягоды, они такие, они вкусные, конечно. Но я вам скажу, что яблоки очень на ура зайдут. Я бы вот с черникой с удовольствием попробовал. Потому что чернику я могу кушать, а вот бруснику и клюкву, к сожалению, нет. Так что можно дальше так же делать. Короче говоря, резюме такое у нас. Из брусники вот такой конвертик зайдет вам на ура. Так? Из лесных ягод. Вот. Ну и, соответственно, классический яблочный штрудель никто не отменял. Так, Маша выбирает добавок брусничный конвертик, брусничный штрудель, так сказать. Вот. Ей больше по вкусу ягода, на которой она выросла. Местная ягода. Все красивенько, все вкусненько. Вкусненько. Ну и как в конце готовки у нас всегда приходит кто? Марсик. Он не ест этот штрудель. Он мясо есть, но все равно приходит. Что получится? 100 раз, говорит, вкуснее яблоко. Брусника. Маша сказала. Знакомый сказал, что это 100 раз, говорит, вкуснее яблоко. Так что я выбираю бруснику. Все, понял. Батл яблоко и брусника выиграла брусника. Ну, для Маши это же сейчас субъективно, не объективно. То есть для каждого человека, как говорится, на вкус и на цвет товарищей нет. Так же и здесь. Вот понравилась Маша с брусникой больше такой конвертик. Готовьте. Ну что, заканчиваем. Это длинный ролик получился. Вроде бы пустяковая готовка к чаю. Обычная
на минуту-то показа, но у нас такой, опять же, мы ждали гостей, то есть вас, зрителей. Вы зашли на нашу кухню, мы вместе с вами посидели и поговорили, разные истории вспомнили, пока эту выпечку готовили. Вот. Улыбнулись, похохотали, посмеялись, поулыбались и все такое. Зарядились положительными эмоциями. Ну и все, заканчиваем этот ролик, этот вкусный ролик на этой вкусной же ноте. Всем пока, друзья, до новых рассветов. Готовьте так с начинками. Яблочный штрудель, конечно же, умеют все готовить этот, что там завернуть этот яблоки с начинкой. А вот конвертик, вот такой конвертик из лесных ягод делайте, друзья, так, как Маша делала. И вам тоже понравится. Шопоческий. 100 раз вкуснее. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Все. А я пить чай и наслаждаться выпечкой Машиной.